Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Федеральный проект «Профессионалитет» – это новая модель подготовки кадров в колледжах и техникумах, которая объединяет учебные заведения для будущих работодателей. Якутия показала один из лучших результатов в стране среди регионов России по числу победивших заявок конкурсного отбора проекта. «Профессионалитет», заняв первое место на Дальнем Востоке. Что дает системе среднего профобразования республики участие в федеральном проекте? Об этом сегодня поговорим. Наш гость студии Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Профессионалитет, конечно, не сильно ноу-хау, не сильно новый проект для нашей республики, для страны, но тем не менее, какие его основные цели? Проект относительно новый, 2022 год. Но о нем много слышно. Да, и он уже просто стал частью действительно образовательной системы нашей страны. И с ним вместе также параллельно у нас развиваются чемпионаты профессионального мастерства, профессионалы, конкурсы, чемпионат высоких технологий, много-многое связано. И везде, и в самом профессионалитете, и в конкурсах профмастерства, это, конечно же, активное участие работодателей. Ключевая фраза, наверное, то, что в рамках профессионалитета создаются образовательно-производственные кластеры. Звучит так очень серьезно, грозно, но действительно, что внутри? Есть основная базовая образовательная организация, и есть несколько сетевых, которые с ним взаимодействуют. Активным участником являются предприятия, организации, то есть реальный сектор экономики. Соответственно, отличие профессионалитета от традиционной системы СПО, на самом деле профессионалитет – это просто новая форма организации, системы среднепрофессионального образования – это максимум практики и минимум теории. Соответственно, мы таким образом преодолеваем разрыв в подготовке кадров на уровне образования в образовательной организации и то, что ожидает выпускников уже на рабочих местах. Если простыми словами сказать, что, в принципе, профессионалитет – это система обучения, которая как раз объединяет академическую теорию и такой практический опыт. Я думаю, один из главных итогов вот этих 4 лет, по которому многие узнали профессионалитет, это то, что во многих учреждениях СПО, как грибы после дождя, выросли новые лаборатории, где студенты практически могут сразу получить, что называется, навыки руками. Лаборатории, мастерские, этот процесс начался чуть раньше. Это в рамках национального проекта образования, который завершил свою работу. И тогда, напомню, реализовывался федеральный проект «Молодые профессионалы», когда мы активно создавали мастерские. Мы тогда успели, за 3 года создали 55 мастерских. Цифры, кстати, очень совпадают. В этом году у нас к 1 сентября 2026 года общее число мастерских будет 110, которые мы создали. Почему? Потому что после реализации национального проекта образования этот проект по решению президента страны Владимира Владимировича Путина продолжается в регионах Дальнего Востока. То есть мы работаем уже с Миндаль-Восток развития и создаем ежегодно новые мастерские. И мастерские мы, конечно, рассматривали, уже понимали, что будет профессионалитет. Профессионалитет – это большой конкурс, это большой отбор, это большая конкуренция. И поэтому мы мастерские создавали преимущественно за пределами города Якутска. То есть что получилось? То, что в каждом колледже и техникуме республики государственных появились новые современные мастерские за этот период. Это не может не радовать. Михаил Юрьевич, если говорить об образовательных организациях, которые включены в профессионалитет в Якутии в этом году, сколько охвачено, какие прошли отбор конкретно в 26-м? Мы очень рады, действительно, это большой успех. Потому что ведь даже здесь, наверное, не только мы говорим образовательные организации прошли отбор, прошли программы их развития, которые настроены на несколько лет. И, как я уже выше сказал, это сама базовая профессиональная образовательная организация, колледж либо техникум, сетевые и целый ряд предприятий, организаций, партнеров. Радует, что победителями в этом году стали у нас Якутский коммунальный строительный техникум, Якутский технологический техникум сервиса, Якутский промышленный техникум. Также у нас победителем стали, причем самыми большими результатами в Российской Федерации, то есть номер 1 по своим группам, по направлениям, это у нас Алданский политехникум, колледж креативных индустрий, Аярустар. Соответственно, кого я еще не назвал? Еще, конечно, колледж связи и информационных технологий, который несколько лет у нас участвовал. И получается, еще если говорить, 7-й, это получается транспортный техникум в Нижнем Бестяхе. То есть представьте себе, что у нас сразу 7 программ
То есть все, кто прошел технический отбор, все стали победителями, причем с очень хорошими результатами, очень большая конкурсность. И вот как везде в СМИ это отмечалось, действительно из 95 всего поддержанных, получается, программ развития по всей стране 7 наших. Поэтому понятно, что это я благодарю здесь коллективы, благодарю наших партнеров, кто принимал участие. Очень многие будут участвовать на самом деле в реализации. Так, вот 7 программ победителей. Что дает им победа в конкурсном отборе? Ну, победа, во-первых, дает признание, понимание того, что их образовательные программы не актуальны для рынка труда, потому что они вместе составлялись с работодателями. Само участие в профессионалитете на данном этапе, да, оно дает возможность сокращать сроки обучения. Это дает возможность в сравнении с обычными программами СПО и стандартами, которые обычно реализуются, это увеличение доли практического обучения, соответственно, в реальных производственных условиях. Понятно, это возможности на модернизацию материальной базы. То есть это существенные гранты, 6 получат по 100 миллионов, да, и одно учреждение получит 60,5 миллионов, это зависит от профиля. Также это, конечно, внедрение отраслевой модели управления, то есть под каждый кластер создается управляющий совет, где привлекаются отраслевики, которые работают, то есть потребители конечные, значит, наших специалистов. Плюс, конечно же, очень серьезным большим преимуществом является это обеспечение гарантированного трудоустройства. Почему? Потому что целевые договоры. И мы вот знаем, что в этом году приемная кампания, которая вот-вот стартует, 20 июня, да, уже в рамках нее будут преимуществом пользоваться при зачислении те ребята, у которых будут целевые договоры. А профессионалитет сам по себе показывает, что уровень трудоустройства в первые полгода после выпуска, такой есть, да, отслеживаемый показатель, он 85% составляет. Это значительно выше, чем то, что происходит при обычном формате. Ну и плюс еще, опять же, вы правильно спрашиваете, что еще дает. То есть кроме всего этого, это возможность дальше участвовать в другой федеральной программе, которая тоже у нас есть, в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Тоже по инициативе нашей республики были. Арсений Сергеевич Николаев, наш глава, он возглавлял рабочую группу Госсовета по СПО. И вот из этого наследия в национальном проекте появилась возможность модернизации материально-технической базы, то есть капитальные ремонты СПО. СПО, напомню, это региональные полномочия, это каждый субъект. А здесь мы привлекаем очень большие федеральные средства. Слушайте, ну, Михаил Юрьевич, это прямо какие-то новые времена для СПО открываются, в том числе и для нашей республики. Вы упомянули, что в этом году будет для тех, кто заключает целевые договора, приоритетное поступление. То есть я понимаю, что система СПО, она вконец переориентировалась на то, чтобы после выпуска сразу, что называется, с парты на завод. Она и раньше такой была. Она такой была, но здесь, смотрите, даже ведь в вузовской, да, системе многие годы есть так называемая квота целевого приема. Но там же есть всякие двойные игры, двойное дно, что от целевого места можно отказаться, что там выплатить, не работать. Ну, там разные ухищрения идут, насколько я понимаю. Но вот то, что даже программы специального профессионального обучения, они делают на этом акцент, это, конечно, для меня стало удивлением сегодня. Ну, вы прямо термином президента страны, потому что недавно совсем Владимир Владимирович как раз поставил задачу внести изменения в нормативку, и среднепрофессиональное образование, скорее всего, у нас станет специальным образованием, поэтому это действительно специально в интересах развития того или иного предприятия или организации. Ну, в условиях того, какими сейчас масштабами обрастает профильное образование, средним его назвать, конечно, уже язык не поворачивается. Михаил Юрьевич, если говорить о том, что конкретно поменяется для студентов вот, с участием в образовательном учреждении в этих программах, что можно отметить? Ну, отметить, ну, опять же, эти же особенности. То есть это получается, что для студента, который поступает на базе 9 классов, да, общеобразовательный цикл остается. Все-таки мы видим, что в целом по стране, да, 63% выпускников 9 классов, они идут в колледже техникум. У нас этот процент значительно меньше, но тем не менее, общеобразовательный цикл. Есть некоторые сокращения теоретического обучения далее. И далее это возможность работать уже на реальных производственных условиях на предприятиях партнера. Ну вот один из победителей этого года у нас, это транспортный техникум в Нижнем Бестяхе. Вот уже, наверное, 4-й год, если я не ошибусь, большую часть своего времени ребята даже не находятся в Нижнем Бестяхе. То есть ребята большую часть времени находят на производственных участках, в основном это железные дороги Якутии, как основной якорный работодатель. То есть они на всей трассе от Нижнего Бестяха до Нерюнгри, да,
и они проходят, по сути, практику, оплачиваемую практику. Ну, это и хорошо. вот в этом отношении, конечно, очень многое изменилось. Ну, это же прекрасная форма, то есть им не нужно будет время на раскачку, чтобы после выхода из образовательного учреждения еще осваивать какие-то действительно прикладные навыки. Вообще, Михаил Юрьевич, если говорить в целом, сколько федеральных средств наш регион привлек на развитие системы СПО за последние несколько лет? Да, ну за последние несколько лет, вот так сейчас по нашим подсчетам, это где-то 1 миллиард 900 миллионов существующих. Это серьезные цифры. Недавно вот мы были в Госсобрании Илтумен, как раз значит, народные депутаты спрашивали, что это дало. А дало это нам все-таки возможность сохранить подготовку в большинстве районов республики, потому что действительно обновили мастерские, прошли повышение квалификации мастера производственного обучения. Опять же, эффекты для студентов, для ребят. Предприятиям стали понятны условия обучения, качество подготовки, которое синхронизировано с тем оборудованием, которое у них есть в реальном секторе экономики. И вот эта новость сейчас, это вот при нам приносит, получается, 660,5 миллионов рублей. И, как я уже выше сказал, вот победители предыдущих лет, а у нас ведь 7, вы правильно сказали, мы с первого года, в первый год у нас победителем в 2022 году стал Якутский сельскохозяйственный техникум. Сельхозтехникум, С да. сельхозкластером, потом это Южно-Якутский технологический колледж, горнодобывающая промышленность. В прошлом году мы открывали и строим сейчас кластер вокруг Якутского педагогического колледжа, Намского педколледжа и Вилюйского профессионально-педагогического колледжа. И в этом году, 1 сентября, мы уже готовы открыть по клинической медицине. Соответственно, 11 кластеров, и вот эти первые 4, мы уже с ними выиграли. Дальше это вопросы ремонта. И капитальный ремонт идет на всех точках, в том числе в филиале сельхозтехникума в Тюнгюлю и в прошлом году, и в этом году. Поэтому мы дальше будем с этими коллегами, с нашими, с 7 новыми, участвовать в федеральных конкурсах. И это, понятно, совершенно новые условия проживания в общежитии, это новая атмосфера в учебных корпусах. И это действительно уже понимание для работодателей, что они имеют дело с современной системой подготовки. Действительно современная, я думаю, тем, кто сомневается вообще в действенности и проекта, и профильного образования, можно зайти в тот же наш в центре города педагогический колледж и посмотреть то, как он изменился. Я думаю, фотографии в интернете найти, как было до, тоже можно. Михаил Юрьевич, я уверен, что впереди еще много важных достижений, в том числе и по развитию профессионального образования. Впереди у всех и у вашей отрасли тоже насыщенная пора. С 20 июня, как вы правильно отметили, начинается абитура, что называется. Желаю вам, во-первых, достичь всех целей, которые вы себе поставили на этот год, ну и, конечно же, интересной и незабываемой, что называется, приемной кампании. Спасибо большое. Успехов нашему профтеху и нашей молодежи. Обязательно. Это было актуальное интервью. До встречи.